приглашаю Дарью Вдов, психолог фонда города Москва. Она расскажет про проект «Помощь рядом». Да, так называется? Все. Сервис «Помощь рядом». Все. Добрый день, дорогие коллеги. Рада всех приветствовать. Да, я сегодня расскажу про сервис «Помощь рядом», про такой замечательный социальный проект Яндекса. Для многих семей путь в фонд – это не просто поездка, а преодоление целого ряда препятствий, таких как отсутствие личного транспорта, сложные пути общественного сообщения или физические ограничения становятся преградой на пути к необходимой помощи. И благодаря такой замечательной программе «Социальное такси» многие семьи с комфортом могут добраться и до занятий в фонде, и до медицинских учреждений. Немножечко статистики. 2 года успешной работы с программой, 3665 поездок за все время. Из них самое большое количество у нас поездок по программе в Уфе, 1650. И 4 семьи, которые регулярно в Москве посещали группы по подготовке к раскрытию диагноза благодаря программе социального такси. Иначе они бы, к сожалению, просто не могли бы доехать. Так. Вот. Как я уже и сказала, наибольшее количество у нас в Уфе, в Москве 878 поездок, в Новосибирске Омск 240. Если интересно, я потом могу сказать, сколько по другим городам, ну так точечно. Вот, там уже чуть поменьше. Здесь тоже представлена статистика. И цели поездок. Конечно, как я уже говорила, это медучреждения, развивающие занятия, поездки к подопечному и культурные мероприятия, то, где чаще всего используется социальное такси. Какую же пользу приносит программа? Конечно, это возможность посещения занятий и получения помощи для многих семей, но в особенности это поддержка бабушек и дедушек, которые самостоятельно воспитывают внуков, поездки для удаленно проживающих семей и помощь маломобильным подопечным. Здесь хочу привести пример одной семьи, которая регулярно посещала наши занятия в течение этого учебного года. Они живут достаточно далеко, порядка 60 километров от Москвы, и путь на общественном транспорте составлял бы около 3 часов с 3-4 пересадками. Вот. И так как внуков воспитывает бабушка одна, ей было бы крайне тяжело добираться до нас и до родительского клуба, соответственно, также. Поэтому благодаря такой программе они посещали регулярно практически каждое занятие. Дети стали более открытыми, активными, новых друзей нашли и с большой благодарностью и теплотой отзывались о нашем фонде. Если есть еще минуточка, я расскажу еще одну историю из недавних. В рамках дежурства в центре СПИДа познакомилась тоже с семьей. Мальчик с ДЦП, он передвигается самостоятельно, но тяжеловато, то есть он устает в течение недели. Вот мама поделилась, что в школе за неделю он очень устает, и в выходной день еще тратить на какую-то поездку для них достаточно тяжело, потому что именно в общественном транспорте трудно ехать. И я вот им предложила наше социальное такси, и они с удовольствием согласились и готовы с сентября посещать наши занятия. Вот. Так. Здесь у нас отзывы от наших маленьких пассажиров, таких очаровательных, и отзывы родителей. Могу вернуть еще раз на малышей. Вот. Вообще это достаточно крутая действительно программа, и Яндексу большой тоже поклон за такую помощь и поддержку для наших подопечных. Так, здесь я уже завершаю. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, буду рада ответить. Спасибо большое, Дарья. Я тоже присоединюсь, на самом деле, как ведущая, да, групп для подростков. У нас тоже многие ездят, посещают только потому, что есть возможность ездить на такси. И так сложно очень добраться. Из области еще бывает. Вопрос? Да, я как не зайду, все время поездка в Уфе. Классно, активно работаете.
Спасибо большое этой программе. Спасибо большое, что есть возможность ее предоставить, потому что у нас вот как раз и молодые, и взрослые с детками могут добираться, потому что там сложная ситуация в семьях, и до медицинских учреждений, и до развивающих занятий. Вот, поэтому прям огромнейшее спасибо, потому что многим семьям очень облегчаете жизнь и делаете возможным то, чтобы не было возможным просто. Спасибо. Спасибо. И спасибо Даше. Большой поклон Яндексу.